Срочно посмотрите видео до конца. Кыргызы и таджики. Грозин, конфликт на таджикско-кыргызской границе породил язык ненависти. Эксперт рассказал, как закулисье СНГ поможет Душанбе и Бишкеку мирно разделить границу и хватит ли сторонам политической зрелости, чтобы остаться друзьями. Душанбе, 2 июня, Спутник. Приграничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном из горячей стадии перешел в холодную. Обе стороны заявляют о готовности решать проблему мирным дипломатическим путем. Однако сейчас таджикистанцам запрещен въезд в Кыргызстан до решения спорных вопросов. И никто точно не знает, а не пойдет ли на зеркальные меры официальной Душанбе. Кто пострадает из-за закрытия границ Кыргызстана с Таджикистаном? Хуже того, подобная неопределенность ослабляет не только доверие властей двух стран друг к другу, но и взращивает семена вражды в умах и сердцах рядовых граждан, считает кандидат исторических наук, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Проблема очень запущена, и думать, что ее можно решить единым кавалерийским наскоком, ошибочно. Причем конфликт чреват не только ростом недоверия между властями, но и ростом вражды между народами. Посмотрите, что пишут в соцсетях таджикские и кыргызские пользователи. Там язык ненависти в полный рост, отмечает Грозин. По его мнению, стороны могли бы взять пример с Ташкента, а точнее с президента Мирзиёева, который в пограничных спорах пошел на компромисс с новыми властями в Бишкеке, которым критически важно показать свое умение решать сложные международные вопросы и управлять страной. Для властей Узбекистана внутрирегиональные споры – это способ найти решение, устраивающее обе стороны. Увы, в случае с Таджикистаном и Бишкеком ситуация несколько иная. Обе стороны рассматривают переговорный процесс как игру с нулевой суммой, когда уступка соседу рассматривается как свой собственный проигрыш, удар по национальным интересам, пояснил эксперт «Спутник Таджикистан». По словам Грозина, решение может быть найдено в кулуарных совещаниях на площадках мероприятий СНГ, где Бишкек и Душанбе, не взваливая на себя избыточные обязательства, могут выслушать, понять позицию другой стороны и в неформальной обстановке выработать какой-то приемлемый консенсус. Тем более иного решения, кроме компромисса, у Таджикистана и Кыргызстана по большому счету нет. Оба этих государства не располагают излишками ресурсов, чтобы обострять конфликт с соседом, и для обоих холодная приграничная война наносит немалый урон экономике.